Вон Серега, не знаю, видно, не видно, но вот такого же вытащил. Я-то вижу, что такого же. Это получается у нас уже 4-й хороший, да? Да, вон такой же где-то. Вот примерно такой же. А всего у нас получается 5 штук. Как говорится, рыбу считать не надо, чтобы не клевало, но просто так. Что-то я так думаю. Где-то около 5. А у меня тем не менее новая лунка. Пробуренная, и здесь немножко глубже. Здесь немножко глубже. И мы сейчас вот так вот поставим удочку сюда. И в надежде на поклевки будем продолжать буриться дальше. И вот так до конца плеса. Будем бурить, будем пробовать, будем искать. Потому что поклевки нет-нет, да радуют. Так что все здорово. Рыбачим дальше. Ну что, у меня очередная поклевка. И в нашем полку прибыло вот такой вот красавчик. Еще один хорезок. Вон. Самое интересное то, что здесь я рыбачил, отошел туда, там пробовал, там пробурился. Решил вернуться. И не зря вот вернулся, поиграл. И на этот раз у меня клюнуло вот на такую вот нимфочку от Ирины Барановой. Вот такой комарик сейчас от льда уберу, чтобы лучше видно было. Но на этот раз, правда, с подсадкой опарыша. Вот 2 до этого поймал вот на такую мормышку. А сейчас вот клюнуло именно на нимфу. Но до этого, если я рыбачил на пустую нимфу, я не знаю, как это, комарик, муравей, ну, похоже на то и другое, то сейчас я подсадил туда опарыша и клюнуло именно на верхнюю. Так что сейчас убираем камеру и опять подсаживаем что-нибудь и пробуем. Морозно, экономим аккумулятор, так что пока выключаемся. Ну что, пока затишье, пока тишина, а тем временем там наливают Чайковского, так что берем наших 2 братков, вот такие 2 братка, и идем пить чай. Эх, мороз, меня да не морозь меня до моего коня. Эх, на улице минус 35, а мы не балдеем. Мы просто тащимся. Вон, смотри, Серег. Мелочь куда-то. Эх, сегодня... Мелочь, вон, нормально уже. Это здесь поймали всех 5, да? Эх, сегодня будет солонина у нас. Малосолочка. Это знаешь, у любой такая песенка есть. Малосолочка. Эх, да не ты солочка. Да, я же вам обещал сегодня малосолку. Строганиночка. Геннадий Геннадьевич. Чайковский. А что? Рыбацкий не будет, да, до избы? Почему не будет? Геннадий Геннадьевич. Сегодня будет рыбацкий, даже до избы. Геннадий Геннадьевич, я же обещал вам сегодня малосолку. Ну вот сами будешь. Вот она. Как вот она делается, это бразильский. Только, слышь, есть небольшая проблемка только. Хлеб не преломляется. Он просто ломается. Хрустяшка. Замерз? А ты его это, чаек. Чаек, да. Замачивай в чаек, да. Как-то вот так вот приходится. Эх, Вот. малосолочка. Она солочка. Не, белый пакет не трогай. Ты уже порвал его. Все замерзшие. Да, да Вот ты его порвал. Такие вот условия у нас сегодня. Но мы не унываем. Небольшой перекус. Съездим до того плеса, где мы в тот раз были. И мы опять сегодня будем избушки. А избушки у нас сегодня будет малосолочка.
Все. Да лучше больше 30, а мы тут мало. Ненадолго уходим в отрыв, да? А? Ненадолго уходим в отрыв. Рекламная У пауза. нас еще 2 дня, почему Ну, бы и нет? догадайтесь сами. А что скрывать-то, да? Сейчас мы по-честному все. Санек, Значит, Серега, я На 4. и 4-ю лунку все-таки нальем рыбному богу, чтобы он... А то мы в этом году еще не наливали и все удивляемся, почему нет рыбы. Вот так. Смотри, как масло, да, течет? Как растительное масло. Слушай, синтетика. Да, не замерзай-ка. Тормозуха. Тормозуха. Рыбацкая тормозуха. О, Саня больше всего получил. А мне нельзя вообще пить? Да. Я же не алкоголик. А кто у нас алкоголик-то? Я тунеядец. Мы рыбаки. Мы не алкогольный напиток пьем, мы рыбацкий напиток пьем. Стараемся. Удачи. Даже не пьем, а выпиваем немножко, да? Для сугреву. Малосолочка. Так, а кто нальет? Я с камерой. Ну-ка, Серега, давай ты рыбному богу. На, я налью, да. Плескани. А, рыбному богу нальешь? Ты нальешь? Ну давай ты. Давай А сначала ты, тут чокнемся. просто много. Давайте рыбному богу побольше нальем, чтобы нам давал Да. побольше рыбы. Ему больше всего. Все, давай. Чтобы не скупился. Да. Давай. Наливный бог. Надо рак. Чтобы. Давай. О, клюет! О! Вот представляешь, да? Вот это, Я- уйди от лунки. Я только налил. Вы его. видали, да? Мы только поднесли стопочку и сразу поклевка. Ну вот как вот потом не верить, да? Да. Ну за это точно стоит выпить. Наливай уже туда быстрее. Все, Вот так вот. молодца. Вот так вот. Спасибо, рыбный бог, спасибо за рыбку. Ну, Петр Павел, за это точно надо выпить. Вот, да? Я даже рукавицы сниму. Супер. Красота. Вот представляете, бывает и Если такое. бы сейчас не наливали, мы прозевали Да. бы поклевку. Если бы это засняли, никто бы не проверил. А ты что, не снял, что ли, рыбу? А? Не снял, что ли? Да нет, пусть барахтает. Какие барахтается. Может, лунку что-то. Как-то вот так. Вот это круто, конечно, да? Дай У мне. меня стопка прилипла к губам. Я же говорил, хотел купить пластмассовые. Налей чтобы- сюда чаю немного, хоть согреюсь. У меня стопка прилипла к губам. Это лучше 30, больше 30-ника. Блин, я губы обжег Да, конечно. железом. Надо туда немного кипятка добавить. Иначе я и язык обжег, и губу обжег. А не так делай. Вот это крутая рыбалочка. Смотри, я так делаю. О, смотри, да? Строганина. Ну, тяжело, да, резалась. Ну, как ломается все. Натуральная строганина, да? Да. Хлеб только замерзший. Красавчик. Шестая на этом месте, да? Я Цукадан. Ты только стопку поднес и сразу поклевка, да? Вот прям Я- онлайн. Он клювал, я все-таки налил ему. Потом будет его. Лайфхак. Пока не нальешь, не вытащишь. Выпуску, да. Не, прикольно было, да? Все, Даже не клюет. теперь точно рекламная пауза. Немножко побережем энергию. Может быть, что-то будет Да интересно. я скажу еще. Дядя Саша, который Растворов, зря ты не поехал на рыбалку. Он в теплые лунки рыбачит. Может, Вот кто-нибудь... Да. мы вот так вот отдыхаем, рыбачим. На улице минус 30, а рыбалка вот такая. А может, Сашка что-нибудь да поймает в теплые лунки? Холодно до ужаса. Удачной рыбалки, Сань. Пожелай Сашке удачной рыбалки. Саня, удачи, давай. В родном месте съездим. А, слышишь? Дерзай. Все в твоих руках. Все в твоих руках, да? Ладно, все, рекламная пауза. Саня же говорит, что может одной рукой и Да-да-да. обе части тела ухватить. Женщины. Да. Ладно, заболтались уже. Рекламная пауза. Итак, друзья, короткое включение. После обеда первая поклевка и первый хариус. Но времени прошло около
получаса, наверное, даже минут 40 быть, может, прошло. И была поклевка у Сереги. Тоже, да, средний такой хорюс? Вытащил, да. Итого уже 5, 6, 7 штук с этого места мы выдернули. И собираемся переезжать. Но прежде чем переехать, пробуем пробуренные лунки. Лед сырой, лед тяжелый, мороз крепчает, солнышко уже спряталось за горизонтом. И сейчас скоро будет темнеть. Осталось рыбачить, ну, максимум где-то полчаса, максимум час. И все. Потому что мороз крепчает, 35 как минимум уже. Потому что руки вот начинают застывать, все. И просто уже тяжело. Жесткий прохладный воздух. Но поклевки, я бы сказал, такие. Видать, то, что есть, оно клюет. Играешь, подойдет, хлоп, есть поклевка. Но леска буквально за пару секунд превращается в вот такую толстую веревку, не чистить. Так что не будем долго задерживаться. Все, друзья, до следующей поклевки. Только выключил камеру, друзья, и вот он. Вот он еще покрупнее. Вот. Вот такой вот середнячок, который замерзает сразу. Собирались уезжать, в общем, решили. Серега там поймал, вот у меня 2 поклевки. В общем, не будем. Время 3:30, да, Серега, уже? Да. Время уже 3:30, буквально осталось рыбачить полчаса. 3 недели назад, когда мы были здесь последний раз, 2:30 было уже темно. А сейчас 3:30, еще нормально видно. Мороз крепчает, так что отъезжать сегодня никуда не будем. Лунок 5 на этом плесе, и что успеем, то успеем. Все, выключаемся. До следующей поклевки. О, Санька поперла, 3 штуки. Не, я за компанию своих двоих, вот то, что последний раз поймал. Вот, несмотря на мороз, они двигаются вон. Эта лунка уже дала 4. А? Руки погрей. Да у меня же тоже, ну-ка. Ческет. Ческет? Да. Нифига у тебя руки горячие какие, бля. Так я же бурюсь. Ты это, в яйца. Там теплее. Клевало, да, блин, из-за этого? Ладно, Серега сказал, что то место будем бурить, уже обуривать завтра. Здесь лунок 5 еще сделаем, попробуем еще здесь. Все, поехали дальше. Осталось еще немножко. Скоро в избушку. Скоро малосолочка. Ну вот и все. Подошла к концу сегодняшняя наша рыбалка. Обурили вот весь плес, который давал надежды. Ну не пусто. Там пару штук. Здесь вот хорошо порадовали поклевками. В течение часа где-то уже тишина. Здесь, правда, был у меня сход хорошенький такой. На грамм 700, наверное, примерно так по весу был. Но, к сожалению, второй крючок зацепился у меня об лед. И был обидный сход. Так что, как минимум, один хороший крупный хариус здесь есть. Ну и что, давайте подведем итоги. Посмотрим, что мы сегодня надергали. Несмотря на лютый мороз, мы все-таки сделали сегодняшний день. Мы все-таки порыбачили. Не сидели в избе, не грелись. И вот он, сегодняшний улов. Санек тут приготовил. О, вполне достойный улов. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Червонец. Отличный червонец. С чем мы вас и поздравляем. И вас, Александр, и вас, Сергей Юрьевич. Ну и, конечно же, сегодня поздравлю я себя, потому что сегодня у нас будет малосолочка. До встречи в избе. Картошечкой.
Да, под медвежьим дожирочечком. Тара-та-тара-та. Так что у нас сегодня будет шикарный ужин. Встречаемся в избе. Погнали. На сегодня хватит, да? Вообще. На улице минус 35, наверное, точно, У тебя реснички как уже это. Я замерз как собака. Все, поехали. Не будем 35, будем наверное, точно уже есть, да, Суров? не будем морозить рыбу. А? 35, наверное, точно есть уже. А мы сейчас это увидим. По-любому, да. Ну, все, поехали. Вези уже, вези. Че стоишь? Все, погнали, поехали. Саня готов? Готов. Гена готов? Готов. Серега готов? Помчались в избушечку. На сегодня хватит. О! Самый лучший день приходил вчера. Ночью ехать лень. Едем до утра. Молодцовочка. Избушечки нас ждет. Пофиг все. Пофиг мороз, пофиг все. Замечательно! Все здорово, друзья. Я так соскучился по этой реке, я так соскучился по этой рыбалке, что даже лютый мороз, все пофиг. О, полынья. Все, руки окоченели, все. Встречаемся в избе, поехали. Так. Ну что, пора ужинать, наверное, или как? Наверное. Кто там? Малосолочка. Малосолочка. Откроем, покажем. Тык-тык-тык, сделай. А делал-то? Делаю, делаю. Сейчас еще немножко сделал. Чешую убрал? Нет? Нет. А кишки убрал? А? Вот так, да? Да. Там еще это была. Икра была, да? Вкусная, бля. Я тут курку принес, он языком проталкивал. Кишки. А, да. Так, надо, наверное... Ух, она еще постояла, смотри, какая вещь. Пахнет, да? Соленая уже. Я даже вон чувствую. Друзья, вон. Смотрите сегодня, что у нас. Какая красота сегодня у нас. Это просто обалденно. Хариус, который еще сегодня плавал, он уже на столе. Слабо соленый. Салат. Салат? Там салат. Говорю, салат достанет. Ага. Ну, за таким столом грех не выпить. И сегодня у нас на столе еще одно произведение искусств. Это опять же от Юры Кулагина бутылочка. Капова пещера. Будем снимать пробу. Вчера что мы пробовали? Не помню уже. Ну нормально было, нормально, да? Сегодня посмотрим, как пойдет сегодня. Где она? Так, надо рыбу туда положить, чтобы я хотя бы попробовал туда. Вот, вот сюда поставьте. Вот. Народ думает, наверное, что мы это водичку пьем. А так и есть, потому что в течение дня на морозе это все выходит и как будто действительно. Ну хочешь? Салатик не замерзло, да? Не, это же вот на столе лежал. Не, пока ехали. У меня же просто А я же в этот заворачивал. В спальник. слюновыделение. Это вот свежепросольный хариус, это в избе, это Ты хлеб взял? Картошка еще не согрелась. это совсем не то, что дома. Вон. Сейчас, Никто секунду будет есть. сейчас я вам что-то покажу еще. Не, греется. Я тоже хотел взять. Тоже, ну возьми. Икра. Вот. Вон икра. Не видно, наверное. Блин, она тут убежала, блин. Обалденный. Все спрашивают, кто никогда не пробовал хариуса, что за рыба хариус, на что она похожа. Ну как я могу объяснить, на что она похожа? Отдаленно похожа на сига. Но вкуснее, ароматнее сига, да? Сиг крупный, да, он жирный сиг, когда крупный, он хороший, вкусный. А сиг вот мелкий вот такой, он сухой.
А у этого аромат и, ну, более он мясистый, так сказать, ароматнее и мясистее хариус. Вот такой. Структура мяса мне больше нравится. Так что поднимаю бокал за сегодняшнюю рыбалку, за сегодняшних харюзов. Спасибо, речка. Пусть клюют. Да, было очень приятно, несмотря на мороз. Сейчас еще картошка подогреется к этому. Жареный картофель на медвежьем жире. Вот такая вкусняшка Ням-ням. сегодня будет. А пока макароны. Как это тоже не подается. Картошка уже пахнет, уже пора мешать. Я помешал только что. А, из этого запахло. Да. Пока закусывайте салатиком. Да. И макаронами. И рыбкой. И рыбкой. У меня просто глаза закатываются. Такая вкусняшка. Именно свежий, когда, да? Да, вот именно свежепросольный. Мало солочка. Так что я могу ответить, на кого похож свежепросольный хариус, на свежепросольного хариуса. Нифига ты долбанул. На кого похож харис? На свежепросоленного хариса. Ну, А все. сравнить-то больше нет. Сережа тоже роняет. Не поваляешь, не поешь. Свежемороженого хариса. Это как этот. Детей спрашивают, да? На кого, говорит, ребенок похож? На папу, на маму? Да на себя он похож. Так на кого похож сама на себя? Да. На маму, говорит, на папу. Да на себя он похож. Кости не укидываем, а собачки в эту снизу. Так. Кидаем пока сюда, потом газету поменяем, да? Вон пакет лежит, вот Сережа. Ну ладно, это имеется в виду, что Туалет. его ставить не надо. Так классно. Как-то вон собирал туда. Вот удивительно, да? В тот раз ведь мы тоже на этом месте рыбачили, да? Да. Он что получается? Там есть и не берет? Получается так. Ну, пару штук клюнул в прошлый раз. Ну да. Не поймешь. Может, подошел, ближе к весне. Шевеления идут. Всяко может быть. Сань, да, мы с тобой попадали 2 года назад? Там вот реально клев. Хлоп, хлоп, хлоп. Один за одним только. Но крупных не было, наверное, да? Почему? А такие же и крупнее были. Просто в течение минуты с десяток где-то, да, блин? Даже больше, наверное. Стунки я самым большим мы доставали 19 штук. А ты даже больше доставал? Больше, да. Ты больше доставал. Это ты, ну, не подряд. Так, раз, потом Да, раз. да. А я вот так вот просто с один за одной. Да. Вот это вообще кайф. Так, я убрал, да, туалет-то? Рыбку? Есть нету? Нет, там-то дело, я просто... Потом эту туалетку-то куда девать? Печку? Соль, видишь, это не впиталась. Грубо. Мы сегодня еще приготовили да, никто. Как дрова. быстро питается. Так быстро нет, конечно. Правда, нашли березу заваленную, она упала, ну, в земле, получается. И как бы аккуратно я не старался пилить, зацепил немножко землю Серега, станок есть, наточим. и немножко, да, подпортил цепь. Уже не так. Сколько чурок? 15, наверное, да? Шлепнули, потом там ветки пошли, ладно. Наточим. Так что Минутное дело. хватит нам на 3 дня больше, чем Кстати, достаточно, еще останется. Тут еще вон если подправить-то, если что. Ну, напильник-то есть везде. Так, И за вот. бортом у нас И вот напильник еще один. 29,4. Ну, теплее, чем вчера. Но понижается с каждой минутой все холоднее и холоднее. Обалденная штука. Вот я бы каждый день ел, и мне больше ничего не надо было. Ну, слушай, без обтекателя сколько мы приехали? 27, да, 28 было. Без обтекателя я прокатился, руки отсохли, замерзло все. По реке? По лесу нет, да? Вот тут-то нет, конечно. А полюс-то что, там не быстро? А по реке сразу выдуло у меня. Так, ну что, не будем изменять традиции. И пока все уплетают свеженькую рыбку,
вкусненькую. Я, пожалуй, воспользуюсь этим моментом и зачитаю 3 минуты, как всегда, несколько комментариев заскриненных. Не сосвататься в стороне от придирчивых глаз, от людей на деревне не спрятаться. Нет секретов в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься в стороне от придирчивых глаз. Обалденная песня. Не сойтись, разойтись, не сосвататься в стороне от придирчивых глаз. Че такая акустика, какая у нас тишина. Скажешь снова Такая вкусняшка. любимою кустика, лишь твоя все округи слышна. Балдеж. Так, что, с конца, наверное, начнем? Ну давай на второй глаз, а то не увидишь Давай, потом, давай. как читать. Так, у тебя руки чистые? Оформлять тогда, раз руки чистые. Я? Ну, если руки чистые, то да. Нет, ну давай. Либо, Сань, ты налей. Я еще хочу. Конечно. Я просто еще хочу кусок. Подпевает. Да-да-да. Ну, пусть завтра тоже клюет. Дай. Сегодня... Мне один момент сегодня понравился. За Как он клевую это, рыбалку. А, когда... рыбному богу-то вот наливали. Да-да-да. Тут же пом. Мы туда наливаем, оттуда хоп. И харю. В ответ. Почаще бы. Будет. И за Харизом сигаретка еще. Это. Сделай потише музыку, потому что очень сильно слышно потом. Да, сейчас. Очень слышно. Нет, просто песенка хорошая была. Была, все, уже закончилась. Я вообще выключу. Может, вообще. Пока да. Ну, ты же зачитывать будешь. Так, давай выпьем, да я картошку, наверное, этот размешаю. Потом уже рыбу возьму, да? Это уберу пока? На дорожке. Так, что, уберем Да. пока. Будешь доедать? Или картошка лучше с рыбкой? Картошку можешь поставить. Все просто обалденно. И чтоб всегда было так. За вас. Где моя икорочка? Она вся вниз попадала туда, блин. А я, видишь, она же, видишь, я же ее порезал ее так. И она потом кусками туда кидала туда ее. Ну, маленькими кусочками вот такими. Ага, так, все, это мне. Там кусманчик. Вот лежит, вон Так. в серединке. Не вопрос. Ну, 8 штук, 8, наверное, я там съел их. Икринок. Пока делал, да? Бракоделал. Бракоделал. Такое. Вычтем из заработной платы. Вычтем переработные платы. Нормально тоже. Тоже хороший ход. Я просто балдею. Я обалдею, я в раю. Давай уже, картошка горит. Вот если бы она даже продавалась в магазине такая, да? А Если она, бы была, она она была продавалась. перемороженная. Ну, даже пусть она вот идеально один в Она один разваливалась такая. будет, ты не съел бы ее. Нет, вот даже вот скажем, поймали, привезли и сразу продали, купил бы ты в магазине. Она была бы не такой вкусной, как вот сейчас вот именно ты сам поймал, А, ну тогда. сам засолил, сам Да. заморозил, природа заморозила, морозы. И вот так вот в лесной избе. Слушай, если Даже бы- дома она была бы не такая, да? Мне кажется. Так даже лучше, да, чем тогда строганина вроде, нет? Тогда тоже нормально было. Да, да. Сейчас Саня неплохо сделал. Вязким ножом резать, конечно, было удобно. Так, я сейчас картошечку будете, да? Картошка на медвежьем жиру. Нет, Говорят, медвежий жир очень полезный. Я пробовал, ну, я бы не сказал, что это очень вкусно. А принимать его даже не то, что для лечения, а для профилактики советуют. И что я делаю? Я просто пожарил как-то для пробы картофель на медвежьем жиру. И что вы думаете?
получилось просто обалденно. И полезно. И полезно, да. Супруга, конечно, не ест, но дети уплетают. Слушай, нормально. Шум стоит. Добавок даже просят. Говорит, привкус такой, говорит, непонятный, но приятный. И только накладывает. Нормально, да? Нормально. Я говорю, вот так, ешь вроде, когда ты говоришь, с хлебом, что она не очень так. А вот так картошку пожарю, и нормально. Мне нравится его новое свойство, то что он на человеческом теле тает. Так, ну что, поехали. Картошечка у нас на медвежьем жиру подоспела. Ну, и я сейчас присоединюсь, так что не расслабляйтесь. Ну, а пока я немножко прочту пару... Дай пару бог, чтобы комментариев. осталось, Сильно, а то говорит, как вчера, там останется тебе. Не, говорит, сильно, говорит, не уплетайте, а то сейчас я присоединюсь. Здравствуйте, Геннадий. Спасибо за промокод «Домашний стандарт». Сегодня пришел автоклав, очень доволен. Так, это кто у нас? Коля Матюков написал. Ну, очень рад, что мой промокод кому-то пригодился. Кто еще не знает, заказывая автоклав «Домашний стандарт», вы можете сэкономить на промокоде Коми-Рыбак. Если что-то где-то будут какие вопросы, обращайтесь в мои личные соцсети. Всегда расскажу, покажу, подскажу, так сказать. И свяжемся и закажем вместе, какой именно домашний стандарт вам нужен. Сегодня у нас еще до консервы дело не дошло, но мы завтра уже, наверное, скорее всего, будем есть консервы рыбные и кашу и все такое. Мне понравилось. Пишет нам Тамерлан Наврузов, наверное, потому что по-английски я не очень-то умею читать, но Тамерлан Наврузов, это, скорее всего, мой друг с Азербайджана, я так понимаю, мы как-то переписывали с ним, вроде бы правильно я вспомнил. Дело новое, ураган, чтобы ты купил. Ну, ураган, можно сказать, наполовину я уже купил, заказал, предоплату внес. Я так думаю, что когда мы приедем с рыбалки, я так думаю, что войду в интернет, открою электронную почту, и там мне скажут заплатить остальную стоимость, и ураган отправится транспортной компанией до города Ухты, и там мы уже встретим. И через недельку, ну максимум через 2, мы уже будем обкатывать новый ураган. Ольга Пугачева. Привет, Геннадий. А Иван Григорьевич на нас что, обиделся или заболел? Что не ездит с тобой на рыбалку? Передавай ему привет от землячки. Я тоже с Украины, но живу в России. Кемеровская область. Молодцы, здоровья вам и, как говорится, ни хвоста, ни чешуи. Ольга Пугачева. С Иваном Григорьевичем все нормально. Иван Григорьевич дома, но в такие морозы он просто не ездит. Ему некомфортно, он сказал, будет весна, будут поездки, так что переждем мороза. Ну, человека понять можно, 74-й год все-таки идет. Циркуляция крови-то все равно Да, уже не такая Да. идет. И, как говорится, морозить 5-ю точку, ну и не только 5-ю, и 1-ю, и 2-ю, и 10-ю. Холодно, действительно холодно. Это мы просто... Вот сегодня Саша замерз, да, тоже? Под конец тоже. Мы вот как-то бурились там, тудым-сюдым, вроде бы нормально. Только вот стоит чай попить, уже все. Вот так вот. 29,7. 30 градусов за бортом, а здесь 25. Так что с Иваном Григорьевичем все нормально. Вы его скоро увидите. Я вот такие усы отпустил, вы его не узнаете. Он бреет. Да, думаю, не, наврали. Он бреет. Такой, знаешь, имидж, да, вообще? Я вел его. Не скажешь, что ему 74 года, скажешь, ну, лет 50. Но когда приезжал у меня за рулем, у него такие, блин, да, я сразу не понял, ты он или он? Ну, блин? такие, да. не знал. Я офигел аж, блин. Вот такие усы, ну, Да. нормально все. Все нормально с Иваном Григорьевичем. Саня, Скоро мы не его варить майонез, увидим. да? Где майонез? Куда? Майонез, Так. картошку. Игорь Федотов. Здравствуйте, Геннадий. Передайте привет будущему рыбаку сыну Артему Федотову от папы Игоря. Он еще маленький, 3 года, но он уже любит рыбалку. Будем вместе ездить, как подрастет. Лучше пусть занимается настоящим мужским делом, а не тем, чем сейчас занимается молодежь. Привет из Казахстана, город Павлодар. Игорь Федотов, полностью вас поддерживаю.
Рыбалка, охота — это действительно мужские увлечения. И дай бог, чтобы ваш сын занимался именно этим, а не тем, чем сейчас занимается в основном, особенно городская молодежь. Процентов на 90, я считаю, испорченная молодежь. Это вот включаешь вот Муз-ТВ или что, я вообще, меня тошнить начинает от того, что это параша. Просто у меня нет слов, это все конченые люди. Это не мужики, это отстой, отброс и все такое. Они пытаются там что-то, ну, накрашенные сережками там, ну. Да. Так, Александр Еремеев. Душевные посиделки в хорошей компании. Лайк однозначно. Так что, Игорь Федотов, когда сын ваш подрастет, можете приехать вместе, сгоняем на рыбалку. Сыну Артему Федотову привет от Коми Рыбака. Валерий Самохин. Гена, привет из Днепра. Постоянно смотрю. Передай привет Руслану Третьяку. Он тоже рыбак. Руслан Третьяк. Привет. От Коми Рыбака и от нашей рыбацкой компании. Александр Трефилов. Сейчас попробую правильно выразиться. Дзеч Бурезь. По-удмуртски. Дзеч Бурезь. Перевода нет? Нет, я, наверное, говорил, я вспоминаю, Зевбур, наверное. Зевбур — это очень хорошо. А по-удмуртски получается Дзеч Бурезь. Удмуртский и Коми — это финно-угорская группа. Дзеч Бурезь. Очень хорошо, типа. Ну, я так понимаю, да. Дзеч Бурезь по-удмуртски. Если я выразился или прочитал неправильно, то поправьте в комментариях. Я так понимаю, что это по Коми Зевбур. Дзеч Бурезь. По-удмуртски по Коми Зевбур. Сыктывкар Фишинг 11. Славян, привет, друг. Здорово. Спасибо, Геннадий, что прочитал мой комментарий. Очень приятно. Еще раз повторюсь, отдыхать вы умеете. И это круто. От меня лайкос и привет твоим друзьям, которые с тобой на рыбалке. Славян, жду тебя на рыбалке. Ты мне сказал, что приедешь в июне, у тебя отпуск. Так что, друзья, Нифига, Славика- лучше есть сейчас. Сейчас пока самая теплая погода, лучше сейчас приезжай. Не надо ехать в июне, там в июле. будешь потеть, будут комары Да. кусать. А сейчас комаров нету. Ни одного комара мы сегодня не видели, представляете? Лучше сейчас приезжай, сейчас самое круто будет. А вот все правильно, Тамерлан Наврузов. Я говорю с Азербайджаном. Геннадий, привет вам из Азербайджана. Мы еще ждем ваше видео, Геннадий. Вы самый лучший рыбак. Спасибо. Еще раз привет, Тамерлан. Так. Ну и давайте еще на этом закругляться. Алексей Куличков. Отличные посиделки весь Ген. Спасибо. Передавай привет спасским рыбакам с Пензенской области. Тоже вспоминается много безбашенных поступков, от которых нынче кровь стынет. У нас тоже. Алексей Куличков, привет. Максим Цыкин. Респект. Тебе респект. Александр Аврамчук. Доброго времени суток, Гена. Ты трудяга в полном смысле этого слова. Отдыхать тоже надо уметь. Ну, стараемся. У тебя это получается. Рыбы нет, так ее и нет сегодня, а завтра будет. Сегодня у нас есть. Вчера не было. Ну да, вчера мы только заехали. Я и говорю, Да что не в рыбе счастье. Смотреть тебя одно удовольствие. Ждем новых приключений. Здоровья тебе и твоим близким. Удачи и всех благ. Григорьевич появится. Привет ему и здоровья. Обязательно передам. Александр Аврамчук. Привет и тебе. Благодарю за комментарии, за поддержку. И на этом мы сегодня будем закругляться. Всем спасибо. Всем Бурвой. Бурвой. пока. Ой, да. Ну а мы Ой. будем продолжать кушать. Я так думаю, что как бы то ни было, сегодняшняя рыбалка у нас удалась. И мы сейчас все это зашлифуем, отдохнем. И завтра у нас будет новый день, новые места, новая рыбалка. Нет, рыбалка будет та же, но на новых местах. И новые морозы. Несмотря на морозы, уже нам приелись, уже привыкшие мы к этим морозам. 29,9. Ну, утром будет 36. Холодая, да. В 30 мы выйдем. Дошло до нормы. Да. 30-ка у нас уже норма, так что. 30-ка норма, да. В следующей части, то есть завтра, как проснемся, мы не знаем, в какой последовательности, но мы обязательно скажем вам доброе утро, пошла третья часть, поехали на рыбалку. Ну а пока, до свидания. Всего доброго. Всем пока. Как-то вот так.